Какой-то мусорный полигон из Ягия, Сахамды. Но усатые английские хабяхка, соул кады, вейн сог абиси, дедолж, вейн сон мыштет из фыттез, ян вейга адолж, хабяхка, английские должно оси. Утилизация мусорных отходов. Эта проблема не терпит отлагательств и должна решаться в кратчайшие сроки. Новый мусорный полигон мог бы решить проблему отходов и разгрузить действующие объекты утилизации в регионе. Подходящее место для объекта нашли вблизи селения Барсуки. Однако пока проект только на стадии разработки. Экологи и местные власти пригласили жителей на встречу, чтобы узнать их мнение о размещении мусорного полигона на территории села. Пока что у нас только предварительно выбор участка для строительства этого полигона. Мы выбрали участок, осмотрели его. На данный момент пока что препятствий именно законных препятствий именно в строительстве объекта нет. То есть я имею в виду, что полигон находится вдали от населенного пункта непосредственно, где проживают люди, также вдали от аэропорта. Дальнейшую оценку соответствия этого участка к требованиям, которые предъявляются для выбора полигонов, мы будем делать в рамках проведения проектно-изыскательских работ. Самое главное, что хотят донести в Минприроды, мусорный полигон – это не свалка. Ведь помимо территории выброса отходов будут предусмотрены мусоперерабатывающие сооружения, а также сортировочные центры. Главное преимущество в существенном снижении цены вывоза, ведь в основном она складывается за счет расходов на топливо и доставку. Сейчас стоимость на одного человека за эту услугу составляет около 100 рублей, и цена будет расти вместе с тарифами на горючее и транспортировку. Мусоперерабатывающий. Вопрос, как у нас и исчерпан, я думаю, все против этого строительства. Жители новость о новом полигоне встретили с долей неуверенности, ведь большинство нынешнее положение дел устраивает, а перспектива снижения цен несоразмерима с пагубным влиянием мусора и переработки отходов для местной природы. Все как один выступили за отказ от нового проекта. Причин для отказа много. Основная – это загрязнение воздуха и порча земли, факторов, которые принесут больше вреда, нежели пользы. Потому что в последнее время, последние годы здесь построено рядом с этим селом онкодиспансер, тубдиспансер, нету канализационных выходов не сделано, очищающих сооружений нету. Экологическая обстановка будет тяжелая в селе. Село маленькое, здоровье будущего поколения ингушского народа. Мы об этом думаем. Там будет экологические, будут захоронения этих всяких отходов. Они будут послойно укатываться. Это будет почва уже меняться будет. Вот в этом мы и отказались. Есть много других мест, где можно этот полигон разработать и никому мешать не будет. Почему именно сегодня Барсуки для этого решили, что он подходит? Мы, жители этого села, прекрасно знаем, что наше село к этому просто не подходит. Почему? Потому что у нас нет земли для этого. Там, значит, должны быть дороги соответствующие. Вот эти мусоровозы, они моментально разбивают дороги. Это должны быть дороги, это должна быть территория далеко от села, чтобы все эти вредные газы и так далее, чтобы людям не мешало жить. Помимо полигона, на этом сходе жители поднимают вопрос о новой школе, строительство которой еще не начато. Проект в разработке, однако местные обеспокоены, что новое учреждение в обход их мнения построят в неудобном месте. Единогласно, чтобы школу построили по улице Газдиева, где люди живут, а не там, где мы выгоняем скот и непонятно где. Поэтому мы категорически заявляем, чтобы школу нам построили там, где хотят наши жители, где именно для этого была выделена земля. Как заявляют организаторы встречи, строительство объекта без одобрения местных жителей не будет. Они призывают не игнорировать такие сходы граждан, чтобы решение не было принято в одностороннем порядке. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24.